Итак, мы пишем видео. Наша тема Кромвель как светляк в игре World of Tanks. Ну, давайте мы сейчас зайдем в бой. Мы записали уже несколько видео на эту тему. Если кому интересно, вы можете посмотреть ссылки. А тема наша, я еще раз повторяю, это Кромвель как танк свечения. Хотя надо сказать, что это не идеальный вариант для подобной тактики. Но я для себя пытаюсь отработать вот именно эту тему. Хотя Кромвель, вот если бы мы даже сейчас посмотрим на набор танков, да, у нас в игре 4, 5, 6 уровни. Но это один из топовых танков. То есть он часто попадает на топовые позиции. Если, скажем, если были бы одни танки только с 6 уровня, он все равно бы попал где-то на верхний уровень. Но это для меня этот танк, он очень хорош, он интересен, прежде всего своей динамичностью, быстротой, скоростью, ну, в общем, тактикой игры. Ну и давайте мы сейчас попробуем посветить, что называется, этим танком. В городских условиях светить очень сложно. В Химмельсдорфе это город, тут не очень-то посветишь, но и смысл свечения как бы он тут не сводится к тому, что все равно танки будут высвечены уже в определенном порядке. Почему? Потому что многие танки сразу выдвигаются на позиции свечения, да. Но в данном случае я попытаюсь что-то поиграть на горе. Ну вот он быстро забрался на эту гору. Не знаю, что у меня тут получится. Так. Так, меня тут сейчас добирают, наверняка доберут. Да. Ну, в общем, получилось то, что у меня на горе высвечено 4 танка, да. Получилось, ну, 3 танка. Не успел никого подбить. Ну, и на данный момент времени еще 3-1. Мы сейчас понаблюдаем за нашими коллегами. А есть ли результат этого свечения и был ли он полезен для наших игроков? Посмотрим. Есть ли смысл вообще свечения в Химмельсдорфе в условиях городских кварталов? Но тактика ведения боя в Химмельсдорфе, ну, мне так кажется, не знаю, вот, как другие, как мастера об этом говорят, но мне кажется, что если взять город, то это уже пол победы в этой игре. Хотя не факт. Я тут как-то играл несколько игр, брали гору, а в итоге проигрывали. Но тем не менее игра, это вот гора, точнее говоря, вот эта вот гора, горка, это какой-то символ победоносного ведения игры. Ну, сейчас, да, хвост. Ну, давай хвост, правильно. Ну вот, 7-3 уже. Да, такое бывает часто. В игре стукаемся друг от друга. Ну и вот те, которые победили горку, они пошли вниз добивать танки. Уже остальные. Ну вот, да. Это тоже бывает. Ну вот КВ-2, по-моему, да. Но его сейчас надо задал. Так, нет, это у нас. Это не КВ-2, у нас арта, да. Видите, как разбирает вот такие танки.
Следующая арта. Ну давай. Там не зацикливайся. Вон туда вперед. Правильно. Вперед. Его надо добивать там. С тяжами потом разберемся, что называется. $12-10. Так, тут 4 танка. Так, сколько? 3 танка осталось, и у них здесь 4, у них 3. Так, артиллерия бегает. Да, вот это довольно внушительная система. «34-ка». Модернизированная, видимо. Ну, 4 против 2. Думаю, что игра выиграна. Сейчас стоит только подъехать. Да, вот кто-то должен быстро добраться, чтобы поставить заслон захвату. Вот. И чего? Ага. Вот. Но надо же ему помочь. Че он там встал-то, блин? Надо было подбежать. Ой, блин, лошары. Да, он ему подбил. Снял очки захвата, но, видимо, игра будет выиграна по очкам. Нет, выиграли по факту уничтожения. Ну, давайте посмотрим мы на наши свои результаты. Или не результаты. Ну да, конечно, не ахти. 4 всего лишь свечения. Ну и вот. Это мы повредили модуль, да. Ну, в минус не ушли. 265 всего лишь серебра у нас. Ну, вот такие результаты освещения у нас были с Кромвелем в карте Химмельсдорф с руки игрока Тадархан.